В 2024 году действительно будет достаточно много изменений в законодательстве, но кроме этого также и в 2023 текущем году нас также ждут изменения. Уже 11 декабря 2023 года вступает в силу новый закон, который был принят еще летом, и касается он правил выезда и въезда в Российскую Федерацию. То есть те лица, которым был запрещен или ограничен выезд из Российской Федерации, в тех или иных случаях будут обязаны сдать на хранение свои заграничные служебные или дипломатические паспорта в установленный срок, это 5 дней после того, как их уведомили о том, что им запрещен или ограничен выезд из Российской Федерации. Кто может относиться к таким лицам? Это в первую очередь те, у кого есть доступ к государственной тайне, это в некоторых случаях государственные служащие, это также лица, которые были призваны на срочную службу в армию или альтернативную службу. Кроме этого, это также могут быть обычные должники, и те лица, которые не выполнили свои обязательства по судебным решениям. Уже с 1 января 2024 года повысится размер страховых пенсий. На 7,5% увеличится размер пенсии всех неработающих пенсионеров. В 2024 году на пенсию смогут выйти мужчины 1961 года рождения, а женщины 1966 года рождения. При этом, конечно, обязательно должен быть стаж трудовой 15 лет и более. Также в 2024 году, как в принципе ежегодно, повышается прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Например, в Крыму на душу населения прожиточный минимум на 2024 год составит 796 рублей. Также, например, если это прожиточный минимум на детей, в 2024 году он составит 15 514. Ну а в Севастополе размер прожиточного минимума на детей составит 16 182 рубля, а на душу населения 15 559 рублей. Кроме этого, также с 1 февраля ежегодно увеличивается размер материнского капитала. То есть уже в 2024 году с 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка составит 630 967 рублей. Размер материнского капитала на второго ребенка составит 833 800 рублей. Женщинам, которые будут выходить в декрет уже с 1 января 2024 года, размер пособия по беременности и родам составит 91 тысячу рублей. Ну и также повышение минимального размера оплаты труда. В 2024 году он составит 19 242 рубля. Это влияет на размер заработной платы, на размер больничных и так далее, и на размер вот тех пособий, которые я уже озвучила. Еще одно важное изменение в законе касается призыва в армию. То есть уже весенний призыв в 2024 году призывать будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Тогда как до этого призыв действовал для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. При этом важно понимать, что те лица, которые достигли 27 лет до 1 января 2024 года, под вот эти новые правила, под эти изменения не подпадают. Важное изменение также касается и водителей, потому что уже 1 апреля 2024 года многим водителям придется массово заменить водительские удостоверения. Это касается тех граждан, которые, имея российское гражданство, используют иностранные водительские удостоверения. То есть уже с 1 апреля 2024 года действует новое правило, согласно которому таким лицам придется получить национальное водительское удостоверение, и сейчас действует упрощенный порядок замены иностранных водительских удостоверений. В чем заключается этот упрощенный порядок? В том, что не обязательно будет в большинстве случаев сдавать экзамен и уплачивать государственную пошлину. При этом в некоторых случаях сдавать государственный экзамен все же придется. Это все индивидуально и нужно будет уточнять в отделах ГИБДД.